Что еще раз? А вы можете сюда сесть. Презентацию будет видно, да. Добрый день. Если кому-то не хватило места, можно сесть сюда, в президиум. Презентацию тоже будет видно. Я вас приветствую, меня зовут Ашот Караханян. Сейчас я главный редактор «Добро» журнала Ассоциации волонтерских центров крупного федерального НКО. Мне очень приятно, что сегодня аудитория полная. Правда, понимаю, что тема очень интересная, тема важная, особенно в разрезе развития взаимоотношений между НКО и средствами массовой информации, средствами массовой коммуникации. Это пока что немного разные вещи, но тем не менее сегодня об этом тоже поговорим. Я предлагаю поступить следующим образом. Не буду много говорить о том, чем я конкретно занимаюсь, но взаимодействуем с НКО уже достаточно давно, с 2017 года. До этого я делал телепрограмму на общественном телевидении России, как раз-таки про НКО, про активистов, про волонтеров. Без лишнего хвастовства скажу, что проект получил в 2021 году ТЭФИ. Это награда телевизионной журналистики. Значит, эта тема очень близка, очень интересна зрителю. И наша с вами задача, смыслы, которые мы аккумулируем, мы не просто аккумулируем, но и реализовываем, внедряем, донести до массового потребителя, потому что это не только интерес, но еще и связано с развитием НКО. Давайте, чтобы это все-таки не превращалось в лекцию, я первый вопрос задам такой. Какие у вас сегодня ожидания, для того, чтобы мы проработали эти моменты, и какие вопросы? Я уверен, что они плюс-минус похожи, но тем не менее, для того, чтобы не разглагольствовать, я бы хотел больше отработать ваши кейсы, предложить вам некие решения для развития, в том числе в информационном поле, ваших проектов. Да, садитесь, пожалуйста, сюда, в президиум. Если что, вам вопросы тоже будем задавать. Друзья, давайте поактивнее. Какие еще вопросы есть? Вот у нас есть смелые. Первый вопрос задали. Я от вас их тоже жду. Рекомендательные поисковые системы, я так понимаю, да? Как попасть в тренды? Да, какие есть тренды в подаче материалов? Я просто, к сожалению, не вижу, кто вопрос задал. Хорошо, спасибо. Еще какие вопросы? Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте те вопросы, которые вот сейчас насущны, которые вам нужно проработать для того, чтобы мы Еще ответили. вопрос. Какие сети сейчас более актуальны? Социальные сети вы имеете в виду? Да, социальные сети. Здравствуйте. Новый закон о рекламе в СМИ, маркировка рекламы. Будем мы под него попадать или нет, если даем свою информацию в СМИ, анонсы мероприятий и все остальное? Вы же не ведете рекламную деятельность, я сразу отвечу. Мы же подаем информацию, то есть о том, что у нас состоится мероприятие такое-то, мы на него... Если оно не коммерческое и не призвано извлекать прибыль, то это не попадает под закон о рекламе. Спасибо. Просто сразу ответил, чтобы мы не останавливались на этом. Хорошо, давайте тогда поступим следующим образом. Я все-таки вас прошу в процессе нашей беседы, все-таки, чтобы это была беседа, я тоже буду к вам обращаться с вопросами. Если у вас они возникают, вы поднимайте руку, задавайте, будем сразу их прорабатывать. Почему? Сейчас я разберусь с этой штукой. Так. Если есть вопрос у вас, вы поднимаете руку, волонтер поднесет вам микрофон, вы его зададите для того, чтобы у нас в трансляции был звук, и люди, которые нас смотрят, тоже могли получить информацию по вашему вопросу.
Почему важно нам сегодня поговорить о взаимодействии НКО и СМИ? Дело в том, что уже сложно оставаться в закрытом пространстве, и пора уже выходить в информационное поле. Не то чтобы это некая блажь, это уже просто необходимость. Необходимость заключается в том, чтобы быть открытыми. Взаимодействие СМИ... Сейчас я с этой штукой разберусь. Для чего же необходимо нам это сделать? Все мы с вами знаем, а если нет, то это уже, наверное, как аксиома, что взаимодействие НКО и СМИ – это важная часть социального проектирования. Почему мы отводим этому значимую долю? Потому что как только вы начинаете разрабатывать и продвигать свой проект, будь то НКО, неважно, будь то коммерческий проект, будь то социально ответственный бизнес и так далее, очень важно выходить в информационное пространство для того, чтобы повысить узнаваемость бренда. Я сегодня буду говорить и про бренд тоже немного, но давайте в более широком смысле будем понимать это слово. Бренд – это не только какая-то относящаяся к коммерческой компании, но у нас у каждого из вас есть бренд. Здесь важно выводить его в узнаваемость, важно повышать известность, соответственно, лояльность к этому бренду и лояльность к вам как, в общем-то, к стейкхолдеру, ньюсмейкеру и, в общем-то, амбассадору, лицу, как угодно это можно называть, но человека, с которым ассоциируется то или иное НКО, то или иное направление деятельности, в том числе и в социальном секторе. Повышение экспертности и лояльности к бренду. Об этом сегодня будем говорить чуть подробнее, потому что сейчас уже замыкаться в той экспертности, в которой мы находимся с вами, например, наше НКО занимается программами реабилитации для детей с аутизмом. Да? Это, конечно, основная экспертность вас как руководителя фонда, или вас как программного директора, или вас как руководителя программы конкретно или проекта. Но, тем не менее, в каждом из нас есть еще и дополнительная экспертность. Поэтому для того, чтобы выйти в информационное поле, для того, чтобы привлечь внимание к себе, согласитесь, все средства хороши. Поэтому эти средства сегодня будем из себя доставать, проговаривать вслух для того, чтобы у вас тоже сложилось понимание, в чем же мы все-таки экспертны и каким образом выходить в средства массовой информации, в средства массовой коммуникации. Информационная открытость – это в том числе и прозрачность деятельности. Почему это важно? Если вы, а наверняка вы участвуете в конкурсах на гранты, на субсидии и так далее, нам одним из критериев у нас есть как раз-таки информационная открытость, узнаваемость, присутствие в средствах массовой информации, в том числе для того, чтобы закрыть отчет, закрыть положение этого конкурса и так далее. Я могу сказать, что ко мне, как главному редактору, очень часто, особенно во время заявочной кампании фонда президентских грантов, еще каких-то, обращаются коллеги из разных НКО. Честно, я никому не отказываю. Я делаю это письмо поддержки, подписываю его и отправляю для того, чтобы хоть каким-то образом увеличить шансы на то, чтобы НКО, хорошее НКО, с деятельностью которого я лично знаком или слежу, или мы часто пишем об этом, получили те или иные средства. Так вот, я вам могу сказать о том, что сегодня в конце я дам контакты на наши социальные сети. Пожалуйста, если вам такая поддержка необходима от Добро журнала, это федеральные средства массовой информации, официально зарегистрированные, с лицензией, то есть мы работаем в рамках закона о средствах массовой информации. Я готов вам такое письмо подписать, пожалуйста, обращайтесь. Но если вы все-таки начнете работать с инструментами, которые я вам сегодня предложу, потому что мне тоже важно, чтобы тот проект, который мы поддерживали, он выходил в информационное поле, чтобы не только мы вас информационно поддерживали, но вы еще и применили те инструменты и навыки, которые у нас сегодня я озвучу, некоторые, и самостоятельно развивались. Смотрите, время, когда мы могли себе позволить или не могли себе позволить, но очень хотели нанять пресс-секретаря, нанять пиарщика или руководителя проекта. Так здорово, что много людей. Да, спасибо большое, это очень приятно, правда.
Честно скажу, что мне больше нравится, конечно, работать в локальных группах, потому что можно сесть, спроектировать, вместе составить медиаплан, вместе составить некую стратегию для того, чтобы применить инструмент. Но попробуем сегодня в такой большой аудитории эти моменты тоже посмотреть. Так вот, возвращаясь к тому, почему я предлагаю вам все-таки это записать не только для того, чтобы кому-то передать, но еще и для себя. Потому что сегодня в современном мире мы должны каждый день повышать свою экспертность и развивать свои, хоть я и не люблю это слово, скиллы, навыки, умения. И в том числе навыки взаимодействия со СМИ – это очень важный навык коммуникации. С коммуникацией мы с вами сталкиваемся каждый день. Даже когда просто приходим, чтобы купить хлеб, это уже коммуникация. Да? И здесь важно понимать, для чего нам это требуется. Потому что каналы коммуникации у нас разные. Люди, с которыми мы общаемся, они тоже разные, они имеют определенный статус. То есть это есть деловая коммуникация, есть дружеская и так далее. Поэтому важно все то, что мы сегодня с вами обсудим, и то, чем, я надеюсь, вы тоже поделитесь, скажем так, упало в базу ваших знаний, в коробочку, из которой вы потом будете доставать. Так, что у нас там дальше? Давайте определимся. Вот сегодня у нас в зале, я так понимаю, что большая часть люди из МКО. Да? Нам важно понимать, что мы будем. То есть перед тем, как мы выходим с вами, вот мы такие уже на низком старте и решили поучиться налаживать отношения со средствами массовой информации. Давайте я сразу объясню, в чем разница средств массовой информации и средств массовой коммуникации. К средствам массовой коммуникации у нас как раз-таки относятся социальные сети. Сейчас активно, и я вам рекомендую попробовать и использовать этот инструмент, как Яндекс.Дзен. Это блоги, которые в том числе могут быть монетизированы с учетом количества ваших подписчиков и количества просмотров. Откройте, пожалуйста, дверь, а то мы здесь задохнемся. Да, спасибо большое. Яндекс.Дзен – очень хорошая площадка. Почитайте условия. Самое важное, что там есть все рекомендации, которые вам потребуются для того, чтобы продвигать себя. В том числе и как написать хороший текст, в том числе как написать хороший заголовок. Но не забывайте о том, что кликабельные заголовки, они будут автоматически блокированы, потому что Яндекс.Дзен не любит такое. Это не «Комсомольская правда», где можно написать заголовок об одном, а текст вообще о другом. Яндекс.Дзен активно достаточно со своим сообществом работает, и это важный инструмент в средствах массовой коммуникации. Далее у нас идет во ВКонтакте. Это тоже хороший инструмент, но вы должны понимать, что там есть целевая аудитория. К этому мы еще вернемся, и перед тем, как выходить на коммуникацию, мы должны определиться, какая целевая аудитория нам нужна. 18-24, 25-34, 35-44 и так далее. Так вот, во ВКонтакте это до 24 лет. Там хорошая аудитория. Не скажу, что она лояльная. Ну, это правда. То есть та масса людей, которые пользуются этим инструментом социальной коммуникации, да, массовой коммуникации, это не совсем лояльная аудитория для, наверное, НКО. Да, они поставят вам лайк, но дальнейшего действия не будет. Будем честны с вами. Зачем нам это надо? Зачем нам надо выходить в свет, во всем красивом, во всем нарядном? Потому что для нас важно привлекать инвестиции. Человеческий капитал, средства жертвователей, гранты, ну что еще, да? Меценатов. Нам для этого надо. И это нормально, и это правильно, потому что у нас есть проект, с которым мы должны работать, к которому мы должны привлекать средства, потому что бесплатно, к сожалению, ничего не происходит. Можно сколько угодно пользоваться, просить волонтеров, добровольцев, но тем не менее, хороший бухгалтер вряд ли на пробоно согласится прийти и вашу отчетность сделать. Да? То же самое касается и хороших специалистов по коммуникациям, пиару, пресс-секретарей и так далее. Жизнь такова. И чем, скажем так, больше мы привлекаем бесплатную
ну, наверное, извините, неправильно сказал, волонтерскую силу, да, тем мы понимаем, какой фронт работы мы готовы им дать. Если мы привлекаем специалистов пробона, благо они у нас есть, но, к сожалению, не в таком количестве, в котором бы хотелось, да, им уже мы можем доверить более экспертную работу для того, чтобы наше НКО или волонтерский центр или ОНО, чтобы оно существовало, двигалось, развивалось. Никто не отменяет еще и отчетов, которые необходимо сдавать, и это очень важный момент. Поэтому социальную целевую аудиторию мы определяем с вами. Яндекс.Дзен, вернусь к нему, там хорошая читающая аудитория, эмпатичная достаточно, но не без троллинга, это действительно так, но тем не менее, если там работают алгоритмы хорошо, если ваш текст уникален, интересен максимальному количеству людей, то есть широкой целевой аудитории, то он его будет активно, хорошо продвигать сам этот алгоритм. Попробуйте этот инструмент, и я думаю, что он вам пригодится, и вы получите ту целевую аудиторию, которую вам нужно. Далее уже идут там одноклассники, телеграм-каналы. Да, не будем сейчас подробно на этом останавливаться, я просто объясню, в чем разница. Разница лишь в том, что средства массовой коммуникации не являются СМИ. Да, и если вам требуется официальная информация, если вам требуется для отчета публикации в СМИ, то публикации в социальных сетях не будут таковыми. Это первое. Второе, они не индексируются в рекомендательной и поисковой системе Яндекс или Google, потому что сначала идут у нас средства массовой информации в выдаче, и только потом, где-то, может быть, на второй странице, если вы, конечно, не вбивали в релевантном запросе там, название там, сообщества в ВК, там, фонд такой-то, тогда, понятно, по прямому запросу он вам выдаст. Но мы же с вами хотим привлечь внимание той аудитории, которая не вовлечена. Вовлеченная аудитория, мы с ней уже хорошо работаем, мы продолжаем, скажем так, прививать наши ценности, миссию мы им рассказываем, то, что мы несем. Но нам важно привлечь читающую аудиторию, будем честны, нам важно привлечь аудиторию 30, 35, 30, 40. Это портрет российского благотворителя по исследованиям. То есть это жертвователи, люди способные, эмпатичные и способные заниматься благотворительностью осознанной, а именно перечислением средств, либо, скажем так, пробона благотворительностью. Вот нам такая аудитория нужна. Если я не прав, скажите. Да, отлично, спасибо. Так вот, перед тем, как мы с вами выходим в информационное поле, мы должны определиться, что мы продвигаем? Личный бренд или бренд организации? Какие есть мысли? Смотрите, вы и правы, и немножко ошибаетесь. Организация – это люди. Да? Соответственно, мы с вами должны и личный бренд продвигать, и бренд организации, потому что организация без вашего личного бренда – это просто название на бумажке в уставных документах. Да? И поэтому, учитывая, что есть у нас сложности с неймингом, будем честны, да? Благотворительный фонд «Добрая чаша» проводит акцию «Чаша добра». Доброе добро – это вот наше все. Да? И не всегда по неймингу мы понимаем, а чем конкретно занимается организация. И в этом есть сложность. Раз уж назвались груздем, полезли в кузов, и теперь мы должны объяснить нашей аудитории, тем людям, которых мы хотим с вами привлечь, к активной благотворительности, осознанной благотворительности, неважно, мы знаем, что они нам нужны. Но учитывая, что с неймингом была проблема, мы теперь должны объяснить, что это такое. Соответственно, продвигая личный бренд и параллельно продвигая бренд нашего НКО, мы должны вкладывать туда смыслы. Знаете, в чем самая большая сложность при взаимодействии со СМИ? Потому что когда НКО выходят на СМИ, а я тоже СМИ, мне начинают рассказывать всю историю от царя Гороха. Объясню, что имеется в виду. В 2012 году мы открыли там вот потому-то. Я вам рекомендую заходить сразу с главного. У вас есть не так много времени на то, чтобы выстроить коммуникацию. Если вы будете рассказывать о своих творческих и боевых достижениях, может быть похоже на некую навязчивость, поэтому это же деловая коммуникация. Давайте сразу к делу, как говорится. И здесь важно, что
Средства массовой информации, в отличие от отчетов для государственных органов, не любят бесконечное количество цифр. А мы как делаем отчеты, да? Столько-то благополучателей, столько-то средств потратили, столько-то привлекли. Ну, как минимум 5 точно цифр там будет. Такие что-то побольше, пожирнее такие были, да. И это уже утомило, да. Читатель вообще, в принципе, больше одной цифры он даже не может воспринять, потому что это сложно. Плюс, опять-таки, возвращаемся к целевой аудитории. То есть целевая аудитория нашего отчета, она понятна. И она понятна нам во всех красках, скажем так. Мы знаем, что прочитают, на что обратят внимание, и даже, скорее всего, не увидят запятую, которая там либо лишняя, либо ее просто нет, где она должна быть. Увидят ровно то, что вызовет интерес для того, чтобы поставить галочку, что отчет сдан, как замечательно. Со средствами массовой информации работает все иначе. И большая сложность, как раз-таки, я чуть-чуть вперед забегу, как раз-таки взаимодействие посредством пресс-релизов. Скажу честно, когда мне приходит пресс-релиз, состоящий из более чем одной страницы, я его даже не читаю, потому что у меня просто нет на это времени. И я вас уверяю, что много кто так делает, а скорее всего все. Потому что вы можете представить, у нас там в среднем 6 тысяч НКО, если каждый из них пришлет мне письмо больше, чем на одну страницу, это сколько мне понадобится рабочих дней, чтобы хотя бы просто почту разгрести. Поэтому я рекомендую вам начинать эту коммуникацию с главного, с важного и уникального. Мы до этого дойдем, поэтому, в принципе, мы определили, что наш личный бренд, он всегда чуть больше, чем бренд нашей организации. Это как раз-таки речь идет о вашей экспертности. Не замыкайтесь на той экспертности, которая у вас есть в рамках деятельности НКО. У вас есть еще. Вы как минимум можете быть матерью, да, и знаете, как воспитывать детей. Это экспертность. Может быть, вы закончили факультет психологии, но сейчас не применяете в деятельности, но вы, тем не менее, эксперт, дипломированный. И таких моментов, может быть, вы поймали самую большую щуку в Якутии, да, и вы в этом эксперт. Вы можете об этом рассказать. Поэтому ваш личный бренд, он всегда шире, чем бренд вашей организации. Переходим к следующему моменту. Здесь важно повысить нашу узнаваемость. Как раз-таки, учитывая тот перечень экспертностей, да, тем, на которые вы компетентны давать комментарии, и мы к этому на следующем слайде придем, потому что у меня тоже есть интерес к вам. Я хочу вас всех использовать как экспертов для Добро журнала. И для этого мы небольшой опрос сейчас пройдем, для того, чтобы я понимал, кому, с каким вопросом обращаться. И давайте договоримся, если вы эту анкету заполните, там всего 3 вопроса, значит, я могу вам писать и задавать вопросы по разным темам. Договорились? Это наше первое касание с вами. Я представитель средств массовой информации, вы НКО. Вот наше первое касание началось. Объясню, почему я проговариваю это, потому что на каждом вебинаре, на каждом семинаре я говорю: друзья, вот моя почта, вот мой номер телефона личный, пишите. Вот давайте по финалу нашей встречи вы мне напишите ответы на 3 вопроса. Как вы думаете, какой процент людей мне что-то присылает? Нет. 3, максимум 5%. Да. Вот в субботу, в прошлую, у меня был вебинар, и из там почти 100 человек мне прислала только 1 женщина. И понятно, что мы про нее обязательно сделаем материал. Она слушала внимательно, она расписала все, что там есть, на все 3 вопроса ответила, и действительно очень интересный материал должен получиться, потому что она вовлечена, а никто, кроме вас, не может быть вовлечен в вашу работу и вашу деятельность. Не забывайте об этом. И нам важно повышать с вами экспертность личного бренда и бренда вашей организации. Это всегда будет тянуть ваш личный бренд будет за собой, как паровоз, тянуть и бренд организации. Может быть, в какой-то момент вы эту организацию закроете, или она трансформируется в другую, с другим названием, но для того, чтобы не выходить в информационное поле и не объяснять, что вот эта организация, она то же самое, что была, но только вот с другим названием. Когда у вас, выключил здесь. Когда у вас есть ваш личный бренд, и он развит, уже в СМИ поймут, что это связано с вами, а соответственно со всеми вашими экспертностями через запятую. То есть организация автоматически получит и навыки, и качество вашего бренда.
Так, как повысить экспертность и нужно ли это вам? Как вы думаете, нужно ли это вам? Надо, потому что, просто надо, или есть понимание, зачем? Пока не особо, да? То есть мы снова с вами возвращаемся к тому, что деньги и амбиции. Да? Мы же с вами беседуем, разговариваем, это абсолютно нормально, это не стыдно, потому что все средства хороши. Мы с вами делаем важные вещи, у нас важные миссии, то есть не просто так, да, там вы организовались, вы меняете реальность, вы меняете жизнь, и об этом важно рассказывать. Но просто на словах, это понятно, поменять ничего нельзя. Требуется вложение, требуется капитал и так далее. Это абсолютно нормальная история. Поэтому, нормально. Можно признаться, что нам надо это для личных амбиций и для того, чтобы привлечь средства, для того, чтобы продвигать свой проект. Идем дальше. Вот, собственно, эта таблица. Я вас попрошу отсканировать QR-код. Там выскочит форма. Пожалуйста, если вы готовы к взаимодействию, вот наше второе касание пошло, я вас начинаю уговаривать. Если вы готовы взаимодействовать со средством массовой информации, заполните, пожалуйста, эту табличку, и мы продолжим дальше. Специально там сделали для того, чтобы вы не вписывали тему, просто нажали, которая вам близка. Это помимо того, что вы делаете в названии и в своем статусе, напишите, пожалуйста, название организации, чем она занимается, для того, чтобы мы тоже понимали в секторе, какое у вас направление. Да, можете туда. Если вы уже заполнили, предлагаю продолжить дальше. В аудитории просто очень жарко, и я хочу, чтобы мы все-таки эффективно провели эти часы, эти минуты. Поэтому давайте перейдем сразу к бренду. Вот как раз-таки то, о чем я говорил, что бренд — это не только что-то про бизнес, это про все. У каждого из нас есть либо личный бренд, либо бренд организации. Его необходимо развивать. То есть в чем наша главная задача? Перестать быть одними из многих. Вот, собственно, ради чего мы сегодня с вами и собрались. Мы должны осознать, что много организаций, которые занимаются смежными вещами. И здесь
это основное правило маркетинга, и он применим во всем. Что если вы не можете в сегменте стать лучшими, создайте свой сегмент и станьте там первыми. А именно нужно выделить свою уникальность для того, чтобы стать первым из многих, а не одним из многих. Согласны? Есть какие-то мысли у вас? Какая уникальность может быть у вашей организации? Кто смелый? Но в чем же уникальность, если каждое НКО занимается в том числе и развитием добровольчества? Делать то, что боятся остальные. Ну, например? Собирать мусор, помогать лесу, помогать людям, сдавать кровь. Все то, что можно сделать, делаем. Это понятно. Вы делаете это все ровно так же, как и делают многие другие в разных регионах. А я предлагаю вам подумать над тем, я знаю ваш проект, я, по-моему, даже делал материал про вас. Вы бегаете и собираете мусор, по-моему, да? Ну да. Да, это вы. Точно. Я видел ваши фотографии, где там с замерзшими усами зимой. Да. Вот видите, да? Вот как раз-таки в чем уникальность проекта, его проекта. В том, что он не просто собирает мусор, и это не просто, да, там какой-то плогинг, когда все выходят в парк. Он выбрал для себя уникальность, что даже в самый лютый мороз я хочу делать мир лучше. И больше, мало кто так делает, если даже делает, об этом уже никто не знает, потому что он эту нишу создал. Я, возможно, сейчас говорю не совсем эмпатичными словами, да, мягкими, но тем не менее мы с вами о маркетинге сейчас. Он создал эту нишу и в ней стал первым, потому что все федеральные СМИ знают про его проект. И я делал и сюжет про вас, и статью мы писали, то есть только потому, что мы извлекли уникальность этого проекта. Очень здорово, спасибо вам большое, и мне кажется, это достаточно наглядный такой проект. Вот ровно то же самое нужно извлечь, вот тот изюм нужно извлечь из своего проекта. Это не значит, что мы с вами отказываемся от всего остального. Мы примерно занимаемся одним и тем же набором направлений, скажем так. Кто-то в большей степени реабилитацией занимается, кто-то еще чем-то и так далее. Вот в Ассоциации волонтерских центров, я знаю, уверен, вы знаете об этом, международная премия «Мы вместе» есть. И как раз-таки там очень много проектов поступает на соискание этой премии, до 3 миллионов рублей, грантовая поддержка. И как раз-таки эксперты выбирают, во-первых, по информационной открытости, наличию в информационном поле и по уникальности. Один из проектов в прошлом году как раз-таки победил по реабилитации детей с синдромом Дауна. Он называется «Фридайвинг». И вроде бы казалось, что таких проектов много, но они в уникальность вывели именно борьбу с некой несправедливостью, потому что не было доступной среды, и вывели то, что во всем регионе, а скорее всего, там, по-моему, даже в федеральном округе, таким видом реабилитации, а именно погружением детей под воду и результатами никто не занимается. И в этом и есть уникальность их проекта. Дальше, московский проект. Сейчас он подался, потому я просто делал про это материал. Поправьте, может быть, я не прав, возможно, в вашем регионе тоже такой проект есть. Есть хороший такой проект у Александра Гизалова. Он занимается социальной реабилитацией, социализацией женщин в тюрьме. Слышали про такой проект? Да. И он, безусловно, эксперт в этой деятельности. Он занимается реабилитацией женщин в Владимирской и Ярославской областях, колонии, которые там находятся. И занимается этим уже больше 10 лет. И тут на конкурс поступает. И на самом деле проектов, связанных с реабилитацией женщин, много. Потому что это психология, мы же тоже выходим, может быть, на подсознательном уровне, а может быть, специально. Женщина – это мать, Мадонна с ребенком и так далее, потому что многие исследования говорят о том, что к женщинам больше испытывают эмоций, да, тем более наверняка
как некая социальная несправедливость произошла, и вот, конечно, хочется верить в то, что они оказались в местах заключения случайно. Вот. Мы больше готовы пожалеть женщину. Это так, это психология. А с мужчинами такую работу не ведут. Если даже ведут, об этом никто не знает. И вот один из проектов как раз-таки поступил на премию, московский, казалось бы, Москва, да, все хорошо, все здорово. И поступил проект, парень молодой делает такие же мастер-классы, он возит музыкантов и актеров в мужские колонии. И об этом мало кто говорит, и это есть некая уникальность. То есть он эксперт в этом направлении. Он говорит, что если человек попал в тюрьму, это не значит, что он полностью потерян для общества. Это не значит, что у него нет души. И вот с этим посылом он и идет в медиа. Посыл хороший, близкий нам всем. Мы все за гуманность, мы все за душу, мы все за реабилитацию и все за второй шанс. Даже если человек этого не заслуживает. Но тем не менее, у нас с вами психология таким образом работает, что мы всегда готовы дать второй шанс. И это как раз-таки подкрепляет ваш бренд. То есть мы с вами работаем в достаточно узком сегменте. Мы возвращаемся к целевой аудитории. Но целевая аудитория наших благополучателей и целевая аудитория в СМИ разные. И мы должны с вами это понимать. И исследования говорят о том, что да, реклама с просьбами о пожертвовании, она пока еще эффективна, но она не играет в долгую вообще. Поэтому нам с вами и нужно развивать эмпатию в людях для того, чтобы они, может быть, не сейчас вам перевели деньги, а для того, чтобы в них осталась информация о вас, о том направлении, которым вы занимаетесь, о важности этого направления, даже если это редкое генетическое заболевание. Как мы должны с вами выходить в информационное поле? Как это делают дети-бабочки? Что все должны иметь шанс на жизнь. Что все мы в обществе одинаковые. Это инклюзия. Но, учитывая, что слово «инклюзия» обычно никто не расшифровывает, и не всегда понятно, а что это такое, медикамент или это какое-то определение, да? Или это может быть процедура какая-то в физиокабинете. Тем не менее, нам с вами пора уже каждый день, и мы это тоже делаем, объяснять, что такое инклюзия обычными словами. Не просто говорить, что вот мы занимаемся развитием инклюзивного чего-то. Это правда не всегда понятно человеку, у которого, скажем так, до 5-го поколения никого не было с инклюзией. Он не знает, что это такое. И когда речь заходит, например, там, о ментальной инвалидности, люди не всегда понимают, да, что она есть, и что ты, в принципе, ты уже общаешься, ты находишься в этой инклюзивной среде, но люди не всегда понимают, что это есть. Поэтому наша с вами задача как раз при определении ЦА понять, что при выходе в средства массовой информации, в информационное поле, это не целевая аудитория благополучателей. Запомните, пожалуйста. Целевая аудитория ваша в информационном пространстве – это те, о которых мы уже говорили, те, кто может жертвовать деньги и готов к пожертвованиям. И согласитесь, нам важно, чтобы это было на какой-то регулярной основе, а не просто один раз, потому что вы рассказали какую-то душещипательную историю, и все, вот получили какой-то профит с этого для развития своего проекта и бросили. Почему важно готовиться к выходу в информационное поле? Потому что как только вы вступите в эту реку, вы должны быть постоянно этим заниматься. Нельзя 1-2 раза это сделать и все. Вот про нас и написали, мы грант закрыли, отчет сдали, все, до свидания. Да? Если коммуникация складывается, и это очень большая проблема, пожалуйста, услышьте меня, потому что я в том числе говорю и от своих коллег, что как только коммуникация сложилась, не нужно теряться. Оставайтесь в этой коммуникации, даже если вам нечего сказать, можно просто присылать какие-то материалы для того, чтобы у нас оставалось в памяти, что вот вы есть, и что мы можем к вам обратиться, и что у вас есть проекты. Не всегда это должно быть бесконечной просьбой разместить то или это, потому что это важно. Вы должны понимать, что если это важно только вам, то это важно только вам.
Поэтому я и говорю о том, что нужно вырабатывать уникальность и вырабатывать смыслы, близкие максимальному числу людей. Максимальному. А какие у нас эмоции, ну вот давайте поговорим об этом. Какие эмоции нам всем одинаково близки, и мы все их понимаем? Их две. Самые сильные эмоции две, которые все, безусловно, понимают. Это любовь и ненависть. То есть, если вы говорите о любви человека к человеку, о важности культивации этого чувства в обществе, вас поймут все. Любовь — это вот основное, от него уже идет там радость, счастье и все остальное. То есть мы должны говорить с вами на языке, понятным вашей аудитории. Если это жертвователи, то, соответственно, в портрете, изучали же портрет российского благотворителя, там как раз-таки у нас женщины, эмпатичные, 30-37, где-то около, там, наверное, 40, нет, 66, что ли, процентов их. Это домохозяйки, это мамы, у которых воспитывают одного-двоих детей, они увлекаются психологией, саморазвитием, им важно дать образование своим детям, но они не всегда способны, скажем так, оплатить его, они там хотят сами развиваться в этом направлении и, соответственно, передавать эти навыки своим детям. Вот он, наш портрет, и вот они эмпатичные. И с женщинами нужно говорить на понятном для них языке, а именно любовь, поддержка, эмпатия, семья, дети и все остальное. Но главное здесь не переборщить, потому что если вы вызовете депрессию у человека, ваш бренд просто толкнет его от себя. Здесь важно найти золотую середину. Давайте тогда дальше. Определить миссию. А, соответственно, каналы коммуникации. Почему я это выделил в отдельную историю? Потому что как это сейчас происходит? Да? У вас стоит задача выйти в СМИ, и вы начинаете, знаете, так веерно всем рассылать сразу. Я могу вам сказать, что партнерство с ключевыми СМИ, у которых ваша аудитория, пусть их будет 2 СМИ, пусть их будет 4, но не 50, это намного эффективнее, чем если вы будете веерно рассылать свои материалы. Потратьте время на то, чтобы выстроить коммуникацию с теми СМИ, у которых ваша аудитория. Это открытые данные. Вы можете зайти, посмотреть пресс-кит и понять, у кого какая аудитория. Обычно СМИ это не скрывают, потому что это значимые критерии для рекламодателей. А вы, собственно, вы не рекламодатель, вы социальный заказчик. После того, как вы выбрали целевую аудиторию, можно выбирать каналы коммуникации. Каналы коммуникации — это не только те инструменты, например, там, социальные медиа или средства массовой информации, это еще и качество. То есть в какие паблики вы будете обращаться в ВКонтакте, в каком ключе вы будете и с какой тональностью вести свой дзен-блог. Это все очень важно. И то же самое со средствами массовой информации. Когда вы знаете, что занимаетесь, например, развитием образования, ну, например, там, в отдаленных регионах, да, территориях, то вы знаете, что очень хорошо вам подойдет учительская газета или портал МЕЛ. Их очень хорошо читают, это как раз то сообщество, которое вам нужно, например. То есть каждый канал коммуникации лучше изучить, иначе это просто впустую будет. Это очень сильно влияет на вашу репутацию. А соответственно, если у вас с репутацией есть какие-то сложные, мы возвращаемся к первому пункту, к деньгам. Да? Если с репутацией сложности, соответственно, грантодатель, если в лице государства или других крупных фондов, я вас уверяю, там и Тинькофф, и Тимченко, они проверяют, смотрят это, потому что для них тоже важно. Важно понять, кому они дали деньги, важно понять, кого они продвигают на свои средства. И репутация здесь очень важна. Да. Береги честь молоду, как говорится. Маркетинговая дисциплина. Слово плохое дисциплина, но очень важное в нашей с вами работе. Смотрите, в чем бывают сложности. Вы утром проснулись и решили, все, я буду заниматься коммуникациями со СМИ. Позанимались неделю и забыли. Дисциплина очень важна во всем. Ну, то есть, если у вас есть в организации хотя бы 2-3 человека, вы же постоянно платите зарплату. И это дисциплина финансовая.
бухгалтерская. Если вам нужно сдать отчеты, то это тоже дисциплина административная. Ровно то же самое и маркетинговая дисциплина. Если вы выстраиваете каналы коммуникации, они должны быть спланированы. Это ровно то же самое, что и развитие вашего проекта. Вы же, например, запустили программу там, под названием, там, я не знаю, там, Сенежская, да, программа. Условно, хотя нельзя бренд продвигать, ну ладно. Тем не менее, почему он здесь стоит, не знаю. Вы занимаетесь социальным проектированием, вы понимаете, что начало проекта, вы понимаете затраты какие, вы понимаете, к чему вы идете. Да? Когда вы поймете, что результат достигнут, проект работает, функционирует, можно масштабировать дальше. То же самое с маркетинговой дисциплиной. Здесь, опять-таки, возвращаясь к мысли, что мы свои коммуникации, свои навыки тоже прокачиваем, мы самостоятельно это тоже делаем. Если вы выходите в социальные медиа, то вы должны это делать с определенной периодичностью. И не забывайте о том, что все те экспертности, которые вы вписали, это ровно те темы, о которых вы тоже должны рассказывать у себя в паблике. Даже если вы занимаетесь инклюзией, найдите время раз или два в неделю, рассказывайте о других своих экспертностях. Потому что иначе вы узко сегментируете свою аудиторию. То есть к вам кто может прийти? Давайте, если это средства реабилитации там, для маломобильных детей. Это либо производители этих средств реабилитации к вам придут в паблик, либо мамы, папы этих детей, семьи. Все. Больше никто. Но производители, скорее всего, денег вам на развитие не дадут, потому что им надо наоборот вам продать эти средства. А мамы, папы, они тоже вам ничего не дадут, они будут просить помощь, они благополучатели. Соответственно, мы все закрыли в свой кокон и в этом сообществе живем. А потом сидим и думаем, а чего же никто не приходит-то к нам новый? Где же свежая струя? Поэтому ту экспертность, о которой вы написали, может быть, вы не знаю, разбираетесь в туризме или можете рассказать своим подписчикам, читателям о том, что, как, например, там, спланировать бюджет поездки по республике, сделать его минимальным и очень продуктивным. Да? Казалось бы, это не имеет отношения никакого к вашей деятельности, но почему не сказать о том, что руководитель такого-то фонда вот дает какие-то советы. И тем самым алгоритмы того же ВКонтакте, они вас проиндексируют чуть иначе, потому что они увидят, что у вас появилась информация. Но как только вы перестанете это делать с определенной периодичностью, вас опять в самый подвал закинут алгоритмы. Потому что мертвые сайты, мертвые паблики, они никак не продвигаются. Вы должны это понимать, и в этом и заключается маркетинговая дисциплина. И она связана и с рассылкой пресс-релизов тоже. Я понимаю, бывает такое, что вот у вас на этой неделе столько событий, и вы просто по 2-3 пресс-релиза можете в день слать, а потом до конца месяца вообще ничего не происходит. Но ваша задача сделать так, чтобы происходило. Да не распределить просто, понимаете? Вот, например, на этой неделе у вас очень насыщенно. Столько было мероприятий, что их надо, вот потому что это новость, это надо сразу отдать. А на следующий и следующий нет ничего. И вы не можете взять старости, так называемые, не новости, а старости уже к тому моменту, и отправить их на следующей неделе, потому что они уже не нужны будут никому, не актуальны абсолютно. И наша с вами задача в этой маркетинговой дисциплине составить некий медиаплан, по которому мы тоже будем работать, потому что помимо рассылки материалов в СМИ вы занимаетесь еще и наполнением своих медиа. У вас у каждого есть свое медиа, социальное медиа, но тем не менее оно есть. И если это не происходит с периодичностью, то алгоритмы вас считают лентяем и ничего с вами не делают. И это очень важно. Поэтому маркетинговая дисциплина здесь важна. Поэтому есть вопросы какие-то по работе с инструментами? Да. Дальше перейдем сейчас. Да, конечно. Что именно? Ваш личный сайт? Конечно, это средство коммуникации. То же самое, нет. У вас у каждого либо есть сайт, либо его нет. Но в моем понимании, сайт, наверное, сейчас уже не нужны. Учитывая то количество инструментов, которые есть. Если вам нужно, скажем так, повышая свою экспертность, выходить в информационное поле в коротких сообщениях, то, пожалуйста, вам телеграм-канал. Если вам нужно аккумулировать паблик, где вы будете там размещать кучу фотографий с мероприятий и аккумулировать ту аудиторию, которая в паблике, во ВКонтакте
то туда идете. Если вам нужна читающая аудитория, вы идете в Дзен. Если вам нужна более старшая аудитория, возможно, вы работаете с серебряными волонтерами. Это же тоже вы идете в Одноклассники. То есть каналы коммуникации, они, в принципе, ясны. То есть далее уже идет работа с ними. И я не могу вам сейчас в моменте дать все эти инструменты. Я вам говорю о том, что важна маркетинговая дисциплина во всех этих каналах коммуникации. И если вы это делаете, вы не должны забывать о том, что для разных... Проблема в том, что вы написали один пост и везде его разместили. Понимая, что целевая аудитория разная, вы все равно размещаете одно и то же. Увы. Пожалуйста. Выбирать надо все инструменты. Я рекомендую вам выбирать все инструменты, но понимая, что целевая аудитория разная, писать для разной целевой аудитории. Ну, например, если вы хотите написать про то, как щуку поймали, да, вы же не будете это для женщин писать. Вы это напишите для мужчин, потому что они оценят это, и они будут потребителем вашей информации. Давайте, да, на более простом языке, мы с вами не можем платье продать мужчинам. И наоборот. Да? Ну, что-нибудь там, я не знаю, мужское продать женщинам. И то же самое с потреблением информации. Информация – это же тоже продукт. А в эту информацию вы нативно закладываете, во-первых, свою экспертность, во-вторых, развиваете свой бренд, в-третьих, насыщаете информационное поле, потому что это уже следующая история, как раз-таки по поводу взаимодействия со СМИ. Почему важно насыщать информацией поле? Объясню. Как работает продюсирование в газете или в онлайн-медиа, на телевидении. Мы начинаем как раз-таки с запросов, релевантных в поисковых системах. Ну, например, у нас стоит задача рассказать о каком-то уникальном опыте или уникальном проекте в регионе. И мы начинаем серфить. Да? Мы начинаем искать в интернете. И как раз-таки тот, у кого есть дисциплина, и который постоянно постит что-то, постоянно размещает информацию, его первым выдают нам. А учитывая, что мы тоже ленивые журналисты, да, мы берем там первую страницу. Почитали, посмотрели, изучили, увидели, что у вас на сайте есть жизнь, что у вас в пабликах есть жизнь, и, значит, вы ведете свою деятельность. Мы с вами связались, и коммуникация началась. Но потом начинаются у нас волшебные вещи. Коммуникация сложилась, и мы начинаем лениться. И у нас много работы другой, ну, я имею в виду у представителей НКО, и начинается вот это вот там, ой, позвоните завтра, послезавтра, а вот сейчас начальника нет, а руководитель уехал и так далее. Я вас очень прошу и рекомендую, если первая коммуникация сложилась, просто вцепитесь в нее и не отпускайте. Иначе этот осадок, он останется, и к вам уже не вот этот представитель СМИ, он к вам уже не обратится. У меня было очень, ну, то есть, слушайте, с 2017 года было столько историй, столько всего, что, ну, с некоторыми фондами, например, я до сих пор не работаю, потому что, ну, коммуникация не сложилась, и там ровно дошло до того, что, ну, она даже была испорчена. То есть взаимоотношения были испорчены безвозвратно. Мы до информации не дошли даже. Нет, смотрите, дело в том, что, как, вот даже если я нашел ваш проект, естественно, я его проверю, естественно, я прочитаю всю информацию о вас, что там Минюст написал, какие отчеты вы сдали, если они в открытом доступе. Учитывая, что мы работаем в рамках закона о средствах массовой информации, мы не можем допустить фейки. Да, мы не можем дезинформацию допустить, это грозит нам блокировкой на 90 дней. Поэтому мне лучше потратить время, чтобы изучить, чем вы там конкретно занимаетесь, нежели давать информацию непроверенную. Так вот, моя рекомендация вам, да, перед тем, как выходить в информационное поле, мы начинаем, естественно, с регионального и дальше масштабируем. Изучите, пожалуйста, все средства массовой информации, которые у вас есть вот в доступе в регионе. Это, ну, давайте добавим туда еще и паблики, да, средства массовой коммуникации. Тоже нужно их изучить. И не потому, что вот моя там подруга или мой друг, который возглавляет соседний фонд, она вот там опубликовалась или он, и мне тоже надо. Нет, не надо. Мы изучаем с вами каналы коммуникации для того, чтобы понять, какая там целевая аудитория и нужна ли она вам.
Я уверен, что у вас просто нет такого количества времени для того, чтобы все изучить и покопаться во всем, и со всеми начать взаимодействие, даже если оно неэффективное. Ну, вы понимаете, что оно не будет эффективным, но да, оно каким-то образом влияет на развитие и узнаваемость вашего бренда. Но, тем не менее, у вас, может быть, могут просить другие направления вашей основной деятельности. Поэтому я и рекомендую изучать и выбирать. Зачем мы с вами изучаем? Для того, чтобы понять, а вообще есть ли запрос у этого СМИ на вашу информацию. Ну, согласитесь, странно там приходить в журнал про запчасти для автомобилей и рассказывать о том, как мы занимаемся реабилитацией с детьми. Если это, конечно, не связано там, не знаю, с реабилитацией картингом или, там, может быть, там автомобильная реабилитация, не знаю, есть такая или нет. Ну, наверное, что-то похожее есть. Но, тем не менее, мы, выбирая средства массовой информации, понимаем, что за аудитория. Мы понимаем, есть ли запрос у этого СМИ, и мы понимаем, нужно ли нам тратить время на то, чтобы с ними коммуницировать и выстраивать эти партнерские взаимоотношения. Да? Для чего мы изучаем? Для того, чтобы понять технологию работы. На телевидении своя особенная технология. В печатных изданиях особенная технология. В онлайн-медиа особенная. Самое сложное и самое, скажем так, затратное — это взаимодействие с онлайн-медиа. Потому что если вы не прислали вот в эту минуту необходимый материал, он выйдет без вашего комментария. Потому что онлайн-медиа, они борются за то, чтобы первыми попасть в рекомендательные системы и поисковые. То есть чем раньше ты опубликовался, тем больше у тебя возможностей выйти в топ. Да, и, соответственно, никто не будет ждать. Почему я говорю о том, что необходимо изучить технологию работы? Да? Мы же, я не знаю, мы же понимаем, что если мы пришли за свежими круассанами, нам придется там 5-10 минут подождать в пекарне. Ну, если мы хотим, чтобы вот его из печки нам достали. Они же не могут прям вот вы пришли, сразу вам отдать тот, который уже испекли. Ну, нет пока такой технологии, за секунду вам его испечь. Ровно то же самое нужно понимать и о деятельности СМИ. Онлайн-медиа — это стремительные медиа, это те, кто стараются в промежутке полчаса-час выдать материал. Им это важно, я объяснил почему. Потому что все это тянет за собой. Опять-таки, в конце стоит опять деньги. То есть чем больше мы в топе, чем больше мы в рекомендательных поисковых системах, тем больше мы можем привлечь рекламодателя, соответственно, заработать средства на развитие и СМИ, ну и на уставную деятельность и так далее. Поэтому мы должны технологию изучать. Печатными СМИ там иная история. Они выходят раз в неделю, периодичность. Мы должны изучить с вами периодичность, мы должны изучить с вами рубрикаторы, тематику, нужно ли им это. Уверен, что в регионе есть такие средства массовой информации, с которыми вы уже взаимодействуете, либо планируете взаимодействовать. Изучите их технологии. Если они выходят раз в месяц, то, соответственно, вы должны узнать, когда они в печать отдают. Соответственно, вы должны узнать, сколько они тратят времени на то, чтобы написать материал. Обычно неделю они берут до верстки и до того, как отдают в типографию. Вы должны понимать, что им требуется полиграфия. Да, что фотографии, которые были сняты на ваш телефон, они, наверное, не совсем подойдут. Вы должны понимать, что это должны быть горизонтальные фотографии. Да, вы должны понимать, какое разрешение и расширение у них должно быть. У этих фотографий или у других, хотя там только фотографии. То, что касается онлайн-медиа, вы тоже должны понимать, какими, например, они работают встроенными видео, как они называются? Нет, дело не в кодек, а хостинг, работают ли они на YouTube, например, работают они во ВКонтакте, что они встраивают, да, и какого качества и разрешения должно быть видео, которое вы им присылаете. Ровно то же самое с фотографиями. Но я, например, несмотря на то, что у меня онлайн-медиа, я как главный редактор, я не готов ставить плохого качества фотографии. Я вас попрошу, чтобы вы мне прислали свежие, поэтому, да, учитывая, что Добро журнал — это лояльные СМИ, мы готовы опубликовать, а потом, когда вы пришлете хорошую, красивенькую свою фотографию, да, мы ее поставим. Потому что в особенности это барышням очень важно. Вот меня там некрасиво сфотографировали. Пришлите ту, которую вы считаете красивой, мы поставим. Но не все так могут. Да? Материал сдан, все, про него забыли. Идем дальше. Потому что только в Добро журнале выходит ежедневно 10-12 материалов. Да? Мы маленькая СМИ по сравнению с другими, да, откройте «Комсомольскую правду» или откройте РИА Новости или еще что-то, там просто бесконечный поток, и через 3 часа уже к вашему материалу никто не вернется, поэтому надо предвосхищать. С телевидением совсем сложная история. Технология там такова, что если это, например, прямой эфир,
и вам позвонили, да, учитывая, что вас нашли в информационном поле, вы не можете сказать, если вы готовы, вы не можете сказать, что «Ой, а я сейчас не могу». Я вас уверяю, через 5 минут найдут другого, который сможет. Ну, даже если он не сможет, третьего найдут, потому что продюсеры работают как раз таким образом, чтобы найти прямо сейчас, если речь идет о прямых эфирах. Ну, например, да, общественное телевидение, на котором я работал до, там есть прямой эфир «Отражение» называется. Его остановить нельзя, да. И часто, если вы видели, бывает такое, что люди просто из машины выходят в эфир. Просто вот они ехали, и они говорят, да, они останавливаются или едут, вот одной рукой держат телефон, и вот с телефона выходят в эфир. Потому что они не могут себе позвонить, они понимают, что если им позвонил федеральный телеканал, то вот надо остановиться посередине дороги и выйти в эфир. То же самое нужно понимать, что и с вами может произойти, поэтому надо быть к этому готовыми. Нужно понимать, как работает прямой эфир. Все, с прямым эфиром мы разобрались. Дальше идут цикловые программы, которые у нас производятся и заранее. Вот у меня такая была программа. Мы решили в один момент, что было бы здорово, учитывая запрос НКО, делать ежедневно анонсы мероприятий, которые вы проводите, для того, чтобы привлекать людей, волонтеров или добровольцев, или просто участников, которых потом вы бы могли конвертировать в меценатов, да, в жертвователей. Перед тем, как запускать этот проект, я обзвонил 600 НКО, лично сам. Я сел за 3 недели, обзвонил 600 НКО, рассказал, все сказали, блин, какая классная идея, мы обязательно будем взаимодействовать. Никто не взаимодействовал. Учитывая, что технология была сложная достаточно, мы записывали программу пулом. То есть в один день, в среду, мы записывали все программы. Вот представьте, вот в эту среду мы записываем 5 программ на следующую неделю. Потому что нам еще за четверг и пятницу надо их смонтировать и сдать на эфир. Соответственно, мне нужно в прошлую среду, чтобы вы рассказали о том, что у вас будет через 2 недели. Но учитывая, что с дисциплиной бывают сложности, не только с маркетинговой, да, мы не всегда понимаем, что мы будем делать на следующей неделе, какие у нас мероприятия. Хотя, казалось бы, да, наша деятельность, она связана с планированием. Какое мероприятие у вас будет в августе, вы знаете? Какое-то крупное есть? А в августе сажают? Да, хорошо. Я просто не знал, что в конце августа сажают. Все, понял. Да. Знаете, какой мир у вас в августе? Вот. О, классная идея. Давайте напишем про это. А у остальных? И он будет у всех, наверное, да? А что-то такое, вот, которое не, скажем так, не... День российского флага, да. Ежедневная уборка мусора. У вас мероприятие будет на День кино? Да? На День кино будет мероприятие у вас? Я почему спрашиваю? Потому что если вы разбираетесь в кино, то мы будем к вам обращаться за комментариями, если вы об этом написали. Культура и искусство. Ну, то есть одно, дай бог, есть, да? И мы знаем об этом. Это очень хорошо, потому что многие не знают даже, что у них будет через 2 недели. И, к сожалению, эта коммуникация прерывалась практически сразу, потому что все обещанные материалы никогда не присылались, и нам приходилось в ручном режиме это делать. Ну, представляете, да, там 5 программ нужно собрать к определенному времени. И почему я говорю о том, что технологию важно знать, иначе вы не сможете выстроить партнерские взаимоотношения. Потому что, ну, будем честны, нам от них что-то нужно. Соответственно, давайте выйдем с караваем к ним. Ну, каравай — это вот наше знание. Нужно быть, конечно, максимально оперативными. Я об этом уже сказал. Понятно, да, почему? Потому что если вы сегодня не воспользовались этой возможностью коммуникации, то завтра ее уже не будет. А учитывая, что у нас не так много крупных федеральных СМИ, которые в повестке
да, своей освещают деятельность НКО, то тут все-таки и конкуренция стала больше. Ну, скажу честно, это не для того, чтобы там кого-то обидеть. Вот если, например, выходит история, вот новость, да, разработали новый стандарт в школе для обучения детей аутистов. Ну, много у нас НКО в стране занимаются этим вопросом. То есть, естественно, я буду звонить, и кто первым мне ответит, тот комментарий я и возьму. Соответственно, кого я первого найду? Того, кто мне в поисковую выдачу выпадет. Почему он там выпал? Потому что он в информационном поле, потому что он ведет свои социальные сети, и он постоянно где-то публикуется. Вот таким образом это и работает. Про потребности я вам сказал. Правильные пресс-релизы, господа. Не больше одной страницы. Пресс-релиз — это 4 абзаца. Ну, правда. Обратите внимание на заголовок. Это первое, что вас читают. Если он не привлекательный, то ваш пресс-релиз никто не прочитает. Не надо, пожалуйста, писать, что в рамках форума сообщества в Якутии на мастер-классе, организованной общественной палатой там, Российской Федерации, прошел там, мастер-класс о взаимодействии со СМИ. Ну все, уже можно не читать дальше. Да? Заголовок у нас с вами очень важная часть материала, поэтому если он не броский, если он в 5-6 словах не передает всю суть вашей новости, то его никто не читает. Первый абзац, так называемый лид в печатных СМИ, это выжимка из 3-4 предложений всей сути. Избавляйтесь, пожалуйста, от канцеляризмов. Вы тратите очень много символов на это. Попробуйте написать материал на 2000 знаков. Это очень мало. Как только вы начнете избавляться от канцеляризмов, слова в рамках, в связи, в соответствии, что там у нас еще, в том числе сегодня, во-первых, в первую очередь, у вас столько символов освободится, суть не поменяется, но зато легче станет читать материал. И с этим большие сложности, просто когда ты только к 3-му абзацу понимаешь, что хотели сказать, это утомительно. И когда это, например, 30-й твой пресс-релиз за день, то уже 31-й ты читать не станешь, потому что все, ресурс закончился. Поэтому здесь у нас с вами такая работа совместная, да, что 4 абзаца максимум. И обязательно один из этих 4 абзацев — это комментарий. Комментарий вашего ньюсмейкера, руководителя фонда НКО. Может быть, это ваш пресс-секретарь, может быть, это волонтер активный ваш, может быть, это программный директор или еще кто-то. Но этот комментарий очень важен, чтобы его могли взять. И обязательно несколько фотографий туда прикрепляйте. Это важно для онлайн-медиа, это важно, в первую очередь, да, для онлайн-медиа, потому что скорость, как я объяснил, она важна. Нет возможности вам позвонить, это удлинит цепочку коммуникации, соответственно, мы на час позже выдадим материал, а нам надо его раньше дать. Поэтому сразу все нужно туда вкладывать. И в конце всегда должен быть, это 5-й ваш абзац, так называемый пресс-кит, справка. Самое-самое основное. В начало мы ставим то, чем гордимся. Второе идет то, что мы изменили. И это можно посчитать. А дальше уже все то, что вам значимо. И всегда нужно начинать с главного. О чем новость? Что главное было там? Что благодаря вам 500 человек прошли реабилитацию и прыгнули с парашютом. Вот это главное. С этого и надо начинать. Если речь идет о мероприятиях, связанных с людьми, вы провели какое-то мероприятие, это было прямое взаимодействие с благополучателями, обязательно дайте 1-2 комментария от них. И здесь важны эмоции. Не надо, чтобы... важны эмоции во всем. Потому что мы, потребляя с вами информацию, неважно какую, будь то аудиовизуальное произведение или печатное что-то, мы запоминаем только ту эмоцию, которую туда вложил автор. Мы не запоминаем цифры, мы запоминаем, понравилось нам или нет. Улыбнулись мы или нет. Заставила нас эта информация проанализировать что-то, погрустить. Мы запоминаем эмоцию.
Поэтому я вас призываю убирать лишние цифры и добавлять смыслы, те, которые понятны всем. Так, вот как раз-таки чем зацепить СМИ. Об уникальности мы уже говорили. Можете, да, там просто задать себе вопрос, почему это уникально, почему мой проект уникален, и все срочно должны взять его в работу. Это как раз-таки то, что мы обсуждали. Уникальность проекта. Собирать мусор — это не уникально, но собирать мусор при минус 50 — это уникально. Я так понимаю, что если вас отправить в космос, вы и космический мусор тоже будете собирать. Вот вам, кстати, идея, что вы планируете полететь на орбиту, чтобы убрать космический мусор. Ну, не важно же, что это может там через 20 лет произойти, но тем не менее планируете же. Да, утром проснулся, прибери с планету. Про уникальность мы поговорили, про новизну. Согласитесь, да. Ну, все-таки, если говорить об инклюзии, все мы равных возможностей. Да? И это, пожалуй, наверное, немного не те посылы, учитывая, что сейчас в том числе работа НКО идет и на то, чтобы создать общую среду. Наверное, выводить эту уникальность было бы не совсем правильно. По грантовой поддержке я не смогу ответить вам. Нет. На сайте, на платформе Добро.РФ скоро будет реализована как раз-таки возможность такая. Это программа, которую поддержала Голикова в том числе. Это наставничество НКО над НКО. И там можно будет посмотреть все возможности. Либо стать наставником, либо получить наставника. Ну, выстроить отношения с наставником. Давайте с этим закончим. Новизна. В чем сложности? Да? Дело в том, что вы ежедневно делаете одно и то же. И мы тоже делаем то же самое. И это хорошо, потому что каждый день вы улучшаете то, что было вчера. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, но эта специфика средств массовой информации такова, что если мы про это уже писали, то все. Мы не можем каждый день рассказывать об одном и том же. Увы, это не приносит трафик, это не приводит читателей, не приводит телезрителей и так далее. Специфика такова. Соответственно, каждый раз нам нужна новизна. Что нового было в вашем проекте? Но здесь мы можем пойти с вами на хитрость. Как раз-таки проект может быть тот же, но придумав в нем новый элемент, через этот элемент зайти. Просто повернуть с другой стороны, но зайти с нового элемента. И это как раз-таки задача автора проекта, да, ну, ваша задача, потому что никто, кроме, как вы, не погружен в этот процесс, и понять, какие можно уникальные вещи взять, повернуть, подать, никто, кроме вас, не может. Дальше эмоциональность контента. Каждая информация должна быть эмоциональной, вызывать эмоции. Я здесь написал положительные, но на самом деле не всегда. Потому что мы все с вами знаем, что если в фильме нет злодея, мы смотреть не будем. Да? И мы все знаем, кто злодей, например, в Шерлоке Холмсе. Да? Потому что без драматургии, без антагонизма ничего не происходит. Мы не можем выходить в информационное поле, рассказывая следующее. Почему я сейчас про драматургию вам говорю? Вы знаете, у нас в регионе все хорошо, но мы решили сделать, чтобы стало хорошо, и у нас все хорошо. Да? То есть движения никакого нет. Соответственно, наша деятельность, она всегда связана с неким антагонизмом. У каждого героя должен быть злодей. Это и совсем грубо, если говорить. Да? Соответственно, в драматургии у объекта или субъекта должна быть применима к нему некая несправедливость. Мы с вами работаем, по сути, с социальной несправедливостью, совсем грубо говоря. Да? Некое препятствие, которое мы преодолеваем. Без этого препятствия, увы, ничего не происходит. Потому что, у нас даже, когда там бегуны просто по треку, да, на Олимпийских играх, они же преодолевают себя, в том числе преодолевают дистанции. Если нечего преодолевать, то, соответственно, результат показать тоже нельзя. Поэтому всегда, когда вы выходите в СМИ, когда вы пишете релизы, вы должны написать какую частичку, капельку
несправедливости вы преодолели уже и к чему вы стремитесь. То есть глобально, локально. То есть мы должны там видеть, кто наш злодей, с кем вы боретесь. Это условно, да, все, вы понимаете. То есть нам не надо сейчас придумывать злодея срочно. То есть злодей — это обстоятельства, да, это внутренний кризис, это незащищенные слои населения, законы, да, то же самое. Потому что как раз-таки деятельность НКО направлена в том числе для того, чтобы изменить правовое поле с учетом полученных навыков, информации, опыта и всего остального. Яркость. Что имеется в виду яркость? Яркость — необычность. Я уже говорил, да, там про доброе добро. Это часто происходит, поэтому, когда вы готовите какое-то открытое большое мероприятие, нам важно его назвать ярко и придумать яркую механику. Ну, например, мне очень нравится, раньше было такое мероприятие в Москве, но сейчас его нет, заплыв резиновых уточек, благотворительный заплыв. То есть человек приходит, покупает уточку эту за 50 рублей, их бросают в общую сеть, потом выгружают в канал и стоят и бронзбойтами бьют, чтобы чья утка первая придет. И вот они, то есть это очень прикольно, очень красиво, да, такие желтые маленькие резиновые утки, они плывут. И потом, кто выиграл, под номером утку берет, и вот он выиграл, и он решает, в какой из фондов партнеров направить собранные средства. И то есть, когда наши жертвователи, меценаты получили эмоцию, удовольствие, они легче расстанутся со своими деньгами. Мы опять возвращаемся к деньгам. Да? Соответственно, продумывая яркость и уникальность нашего проекта, мы сразу две цели решаем. Это выход в информационное поле, потому что необычно, и это привлечение средств. Это привлечение меценатов, жертвователей и всех остальных. Переходим к как раз-таки блокам авторского контента. Я хочу вам рассказать сегодня, и буду очень рад, и я уверен, что для вас это хороший инструмент, это взаимодействие с Добро-журналом. Учитывая, что мы тоже работаем в сфере НКО, был создан такой блок авторского контента, блоги так называемые. Чем мы уникальны? Почему нужно пользоваться нашим контентом? Этим блоком можно пользоваться, если вы зарегистрированы на платформе dobro.rf. Если не зарегистрированы, то придется зарегистрироваться. Мы создали специально этот блок для того, чтобы любой мог им пользоваться и размещать там материалы. Объясню, в чем плюсы. Плюсы в том, что мы зарегистрированные средства массовой информации. И все, что опубликовано у нас на сайте, является частью средства массовой информации. Соответственно, если даже вы сами выложили свой релиз или отчет о проделанной работе, то вы можете закрыться по гранту, и это будет считаться как публикация в СМИ. Следующий момент, что все материалы Добро-журнала как средства массовой информации индексируются в поисковых и рекомендательных системах. А именно, то, что я вам говорил в самом начале, как у нас выходим мы в информационное поле. Мы сами публикуем материал, он индексируется и при релевантном запросе выдается, в том числе и ваш материал, ваша статья. Чем мы помогаем? Когда вы публикуете информацию, ведете блог у нас, опять-таки возвращаемся к маркетинговой дисциплине, то есть нужно делать это как минимум 2, лучше 3 раза в неделю. Давайте начнем хотя бы с одного. Мы не зря с вами говорили об экспертности, вашей, другой экспертности, дополнительной экспертности. Поэтому, когда меня спрашивают, а что публиковать, то мы же делаем одно и то же, и у нас постоянно ежедневная работа, да. Но, тем не менее, раз в неделю вы можете публиковать промежуточные результаты вашей непосредственной деятельности в НКО, а второй материал может быть в рамках вашей экспертности. Может быть, вы хорошо печете пироги. Почему бы про это не рассказать? И, кстати, релевантные запросы по слову «рецепт такой», «рецепт сякой», они очень популярны, имейте в виду. И мы делаем такие рубрики с серебряными волонтерами. То есть мы, понимая, что у нас женская аудитория, 70% у нас женщина аудитория, мы раз в неделю делаем вот такие вот рецепты. Но для того, чтобы продвигать проекты, в том числе ассоциации волонтерских центров, знаете, кто нам рецепты пишет? Нам пишут серебряные волонтеры.
И они рассказывают о том, как они пекут пироги, рецепты, которые они получили от мамы, от бабушки, вспоминают истории, там, как муж помогал, или, ну, то есть такие вот трогательные моменты. Казалось бы, ты и эмоциональный контент получил, и полезный. Есть несколько видов контента, о котором вот, как можно писать. Информационный контент — это у вас сегодня что-то произошло утром, вы написали и выложили. Это информационный контент. Познавательный контент — это как раз-таки все то, о чем может говорить ваша экспертность. Все то, что интересно. Дальше я пролистаю, там будут интересы аудитории Добро-журнала, и вы сможете сфотографировать, посмотреть и писать об этом. Образовательный контент. Да? Если вы работаете с инклюзией, то это тоже образовательный контент. Ну, например, да? Как вести себя с человеком с инвалидностью? Можно ли помогать человеку с инвалидностью? Как помогать так, чтобы не навредить никому, там, ни себе и не тому, кому ты помогаешь? То есть много есть вопросов, связанных именно с образовательным контентом, тем для образовательного контента, ну и развлекательный контент. Почему бы, если вы, например, проводите какие-то конкурсы красоты или забеги, или заезды, да, благотворительные, яркие, я не знаю, может быть, у вас там забег в памперсах и еще что-нибудь, это развлекательный контент, но туда нативно как раз-таки встраивается ваша цель, зачем вы это делаете и какую несправедливость вы решаете. А, собственно, это миссия фонда или НКО, которую нужно сформулировать не высокопарными словами, громкими, а такими, чтобы всем было понятно, что вы действительно занимаетесь важной вещью. Таким образом выглядит у нас редактор. Мы постарались его максимально упростить. Добро.пресс наш сайт. И, в общем-то, специально ограничили в количестве символов, для того, чтобы вы много не писали, для того, чтобы было удобно читать. Публикуетесь. Самое интересное то, что в блогах на платформе Добро.рф вы, если пользуетесь, вы можете делать мероприятия для привлечения волонтеров, создавать. Вы как организатор регистрируетесь, вас верифицируют, и вы можете создавать мероприятия по привлечению волонтеров к вашей деятельности. Что волонтеры получают? Волонтеры получают часы. А как вы знаете, самое приятное от этих часов, ну, по крайней мере, я считаю, что это главное, эти часы помогают получить дополнительные баллы при поступлении. То есть к ЕГЭ добавляются еще эти баллы, и таким образом можно мотивировать волонтера. Также эти баллы можно использовать в проекте «Другое дело», это ВК «Россия – страна возможностей», и обменять на что-то. То есть, в принципе, мотивировать волонтеров есть чем. И когда вы публикуете материал у нас, вы можете поставить ссылкой и свое мероприятие. То есть человек, когда читает, он сразу же видит, что у вас есть мероприятие и может в нем принять участие. Это очень удобный инструмент, а самое главное, два в одном такое. Да? Я вам сделал слайд, рассказывая о том, о чем пишет Добро-журнал. Да? Возможно, это немного размыто, но это ровно те интересы, которые есть у читателей в возрасте 25-44. Это та аудитория, которую мы с вами пытаемся привлечь. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, о чем писать в блогах, вы сами тоже можете это делать. И хорошо, если вы будете это делать. И это нужно делать. Такую тематику можно использовать. Если у вас нет экспертности в этом, то вы можете у кого-то другого спросить. Ну, например, решили вы разобраться в том, как объяснить ребенку, ну, например, да, что вы планируете взять малыша из детского дома. Это психология. Но вы, например, сами решили для себя, в вашей семье такая история происходит. И вы проходите через это. В любом случае вы будете у психологов спрашивать, в любом случае вы будете у экспертов спрашивать, почему об этом опыте не написать и рассказать. И я вас уверяю, что такой материал очень хорошо зайдет. Я забыл сказать, чем мы еще вам помогаем. Когда вы публикуетесь, раз в неделю редакция выбирает лучшие блоги. 3-5 блогов. Мы продвигаем ваши блоги, мы их размещаем на главной странице, мы их размещаем в дайджестах. У нас 2 дайджеста. Один дайджест — это подписчиков Добро-журнала. Это почти 50 тысяч адресов, которые подписаны на наши рассылки. Мы им отправляем. И почти 500 000 адресов — это платформа Добро.рф. И лучшие блоги мы рассылаем для того, чтобы ваша информация поступила до
вовлеченной аудитории. Люди, которые подписаны на наши рассылки, они, естественно, уже вовлечены, и они потребляют этот контент. И тем самым мы расширяем ваши возможности. Ну, естественно, мы их публикуем в социальных сетях, и Добро журнала, и если релевантно, то в АВЦ, там достаточно большой паблик, все это публикуется там. И таким образом, ну, то есть это те инструменты, которые мы подготовили для вас, чтобы вы пользовались этим ресурсом. Самое главное, он бесплатный. Это важно, потому что раньше, ну сейчас, мне кажется, в меньшей степени, но раньше была большая проблема с тем, что СМИ не хотели писать бесплатно о деятельности НКО, просили деньги. То вот этот инструмент, он бесплатный. Есть еще несколько историй. Например, агентство социальной информации, вы знаете, такой ресурс, им можно отправлять материалы, открытые НКО, им можно отправлять, но не факт, что вас опубликуют. А здесь вы сами публикуете. То есть, учитывая, что я вам уже много чего рассказал, что не больше 4 абзацев, что меньше цифр, больше эмоций, да, вы уже знаете. Заходить с главного, больше про людей, меньше про какие-то там высокопарные слова и фразы из отчетов. И вы публикуете. Это знаете, как с плаванием. Пока ты не начнешь плавать, ты не научишься. То же самое, когда говорят: ой, о чем писать, мы не умеем писать. Ну, вы начните. Вот хороший инструмент. И никто вас за это ругать не будет, никто оценки не ставит. Дальше больше. Мы стараемся при запросах давать экспертную оценку. Если вы пишете нам, там, вот мы там то-то, то-то написали, в чем сложность, да? Редакция, естественно, вам сразу отвечает, что мы бы на вашем месте вот это сделали, мы вам подсказываем, как выстраивать свой материал. Давайте тогда дальше пойдем, уже будем заканчивать. Вот, собственно, портрет аудитории. Я говорил о том, что вот те темы, которые были, это темы, интересующие российских благотворителей. То есть, вот предыдущий слайд. Чего только не работает. Вот. Это интересы, которые выявлены в исследовании портрета российского благотворителя. И это наша аудитория. То есть с начала этого года, я работаю там не так давно, мне удалось аккумулировать эту аудиторию. То есть изначально она была до 24 лет. Сейчас эта аудитория 30-44. То есть это та аудитория, которая нам всем нужна. Нам надо, чтобы нас читали, вам надо, чтобы они приходили и осознанно участвовали в проектах. Нет. Нет. Конечно, смотрите, дело в том, что много есть, ну нет, не так много. Еще у СНОБа есть блок авторского контента, но я вас уверяю, что вас просто так туда не пустят. Им важно, чтобы вы заходили с уникальной информацией. А мне важно, чтобы вы воспользовались инструментом и то есть, честно, зачем мне это? Мне важно, чтобы вы стали писать хороший контент. Да? Чтобы мы с вами, например, на следующей встрече уже не в общем говорили, а сели в группах и медиаплан составили, да? Разработали совместно информационную стратегию того или иного проекта. Да? На будущее мне очень хочется внедрить такую историю, да, для того, чтобы мы уже локально с каждым проектом проработали и маркетинговую стратегию, и коммуникационную стратегию. Да. Учитывая, что я не знаю, какие у вас уже выстроены коммуникации, с какими СМИ, я не могу вам предложить единой стратегии для каждого из вас. А возможность писать, она вам помогает еще и в том числе, скажем так, усиливать свою экспертность и в ораторском мастерстве. Потому что мы говорим так, как мы пишем. И, собственно, пишем так, как мы говорим. Поэтому надо и говорить, и писать. И когда вы начнете, когда мы говорим, я вот вам перед этим сказал, что не используйте там в рамках, хотя сам сказал несколько раз эту фразу. А когда мы начинаем писать, мы это видим и можем убрать. И чем чаще мы это будем убирать, все сложные вот эти формулировки и фразы, тем, скажем так, проще нам будет говорить на понятном языке. Буду благодарен, если подпишетесь на социальные сети Добро журнала, и в ближайшее время увидите там свой материал, когда начнете публиковать. В
целом об этом можно говорить еще много, но надеюсь, что основные инструменты, которые можно вот в такой короткий промежуток времени дать, я озвучил. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте покоммуницируем. Это вот как раз ваш первый контакт. Да, пожалуйста. Микрофон, будьте добры. Ой, пока вам микрофон идет, слушайте, я забыл вам рассказать очень интересную историю. Как раз-таки вы целевая аудитория. Вы знаете, да, о том, что в сентябре в 100 вузах запустится курс обучения служением, который поддержал президент. Президент дал поручение внедрить такой курс. В общем, смотрите, в чем суть, и я очень рассчитываю на то, что вы примете в этом участие. С 15 августа на платформе Добро.рф заработает лендинг. В чем суть этого обучения служением? То есть сейчас будет в университетах внедрен курс, где студенты пробона будут выполнять условные социальные заказы НКО. То есть, ну, например, вам надо, чтобы вам разработали логотип. Вы заходите на этот сайт, оставляете заявку, и вузы, которые готовят таких студентов, ну, например, дизайнеров, они берут этот заказ и делают вам логотип. То есть это совсем простая механика. Ну, например, надо вам сделать сайт. Соответственно, вы оставляете заявку на этом сайте, на Добро.рф, и студенты, это получается не пробона, да, потому что пробоно — это все-таки уже эксперты такие высокого уровня, и не студенческое волонтерство, да. Это эксперты, начинающие, студенты, 2-й, 3-й, 4-й курс, которые занимаются этим. То есть для них это практика, для них это возможность сделать курсовую работу, то есть она будет засчитываться как курсовая работа. А для вас это возможность получить необходимое для развития вашего НКО. С 15 августа это начнет работать на платформе Добро.рф, и с 1 сентября эти курсы уже будут запущены в 100 вузах России по поручению президента. Обучение служением называется. Это такая лирическая пауза была, но мне кажется, очень важная информация для НКО. У меня 3 вопроса сразу. Рекомендуемая периодичность все-таки. Второе, фото, которые могут нарушать законодательство, например, там, с детьми, может, что-то я не знаю. И третье, это все-таки вот ваш пример броского названия сегодняшней площадки. Так, про название я подумаю, про фото отвечу. Естественно, любые фото нельзя размещать, нарушающие авторские права, дети, насилие, психотропные наркотические средства, все, что запрещено к размещению. Если это социальный контент, то никакие бренды, онлайн, казино, да, например, деятельность которых, бренды, деятельность которых не подходит под вашу целевую аудиторию. Если это 18+, то, соответственно, мы не можем размещать там алкогольную продукцию, табачную продукцию, Смотрите, в чем сложность с детьми. Если вы размещаете фотографию с ребенком, и в этом материале есть некие услуги или там, товары, или на этой фотографии не предназначенные напрямую ребенку, это нарушение законодательства. То есть если массовое мероприятие с детьми, лица видно, я не нарушаю? Если у вас есть разрешение от родителей или опекуна. А мероприятие массовое, то есть от 100 родителей собирать или как? Нет, если вы же говорите про визуальный контент. То есть вы размещаете фотографию с ребенком. Да? Нет, если не персонально, а вот на мероприятии... Нет, если дети пришли и участвуют, то понятно, что их родители отпустили. Мы же говорим с вами о публикации контента, о контенте говорим, об авторских правах. Да? Вы сфотографировали детей, и для того, чтобы не было слова, в троих, вы можете взять у родителя в свободной форме разрешение, то есть мы как делаем, да, я там тот-то, то-то, официальный опекун, там мама, папа и так далее, даю разрешение на то-то, то-то, на использование, публикацию. Так, второй вопрос у вас был. Рекомендуемая периодичность. Рекомендуемая периодичность. Я вам расскажу на примере Добро.журнала. То есть я работаю там с октября прошлого года. За первое полугодие 2023 года мне удалось повысить трафик на 428% по сравнению с прошлым первым полугодием. Только потому, что я увеличил периодичность, только потому, что я изучил интересы аудитории и предложил им то, что они хотят. Только потому, что я изучил алгоритмы рекомендательных систем поисковых. Да. Поэтому, если раньше выходило 2 материала в день, то сейчас выходит 12.
Вот вам и периодичность. Но вы не справитесь с таким количеством материалов. Поэтому здесь важно, если вы решили по пятницам, то каждый раз по пятницам. Если вы решили по вторникам и пятницам, то каждый раз по вторникам и пятницам. Вы сами определяете нагрузку, но это как поход в тренажерный зал. Системность. Да. Вы решили по средам, пусть это будет по средам. По названию я подумаю. Есть еще какие-то вопросы у вас, друзья? Да, будьте добры, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Артем Науменко, благотворительный фонд «Мы вместе», и мы являемся уже второй раз победителем фонда президентских грантов. У меня вопрос по поводу вашего журнала. Если мы открываем там наш блог, это будет считаться как социальная сеть, что мы ведем, или это будет считаться как публикация в СМИ? Это будет считаться как публикация в СМИ, потому что блог находится на платформе, зарегистрировано средства массовой информации, и все, что публикуется по адресу добро.пресс, это публикация в СМИ. И его будет принимать фонд президентских грантов у себя как отчет, то есть мы можем там информировать? Я не знаю, каким образом принимает фонд президентских грантов отчетность, но то, что это публикация в СМИ на доменном имени зарегистрированного средства массовой информации, то это точно. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Аналогичная организация, благотворительный фонд «Мы вместе», Строева Екатерина. У меня вопрос в следующем. Вот у вас на слайде была задача перестать быть одним из многих и выделяться. Вот, например, когда мы вошли в топ-100, почему-то у нас образовалась проблема с местными СМИ. Нам позвонили СМИ из Москвы, нам позвонили СМИ где угодно, но почему-то СМИ региона как-то, вот эта вот новость... Денег захотели или что? Нет, они ее проспали немножко. И потом мы были вынуждены как бы сами эту новость опережать и рассказывать о том, что мы в эти топ-100 вошли. И вопрос заключается в следующем. Когда вот есть одна такая вот, скажем, массовая новость, вот как, например, вот эта вот была, да, как ее следует отдавать на уровне региона лучше первую новость, либо, например, размещать у вас, либо еще где-то. То есть как делать эту выборку для того, чтобы эта новость, скажем так, взлетела лучше всего? Смотрите, это очень значимая новость не только для СМИ, но и для правительства региона в целом, потому что войти в топ-100 достаточно сложно. Поэтому здесь еще и должен был сработать government relations, то есть вы должны были выйти на профильный комитет или профильное министерство, которое занимается НКО, заранее им предложить, потому что я уверен, что о том, что вы войдете в топ-100, вы узнали не в тот момент, когда опубликовали этот рейтинг, а чуть-чуть заранее. В любом случае вы знали. То есть вы должны были заранее подготовить материалы информационные. Это уже работа пресс-службы, но если компетенций таких нет, нужно, скажем так, предвосхищать. Об этом я и говорил, что все самое вкусное, а это уникальная история. Вам надо было передавать, я бы на вашем месте как сделал, я бы зашел через правительство для того, чтобы уже органы местного самоуправления передали через свои средства массовой информации. И то же самое сделал бы именно с федеральными СМИ. Потому что это достаточно важный, интересный, значимый рейтинг. Тем более, я так понимаю, что вы единственный из региона, кто вошли в этот рейтинг. Вот. Опять-таки, уникальность. Единственный. У меня вопрос заключался в следующем, что я понимаю, что мы это в регионе работаем, да, у меня вопрос к тому, что... Почему проспали? Нет, не в этом. Нам потом они обратились, конечно, просто раньше сработало, скажем так, другие регионы, нежели чем наш регион. Здесь просто посчитать нужно эффективность от новости в федеральных СМИ и в региональных. Я к тому, что вы же говорили, что можно эту новость подавать, то есть чтобы был больше трафик, то есть кому ее нужно как бы первую Всем надо отдавать сразу. Конечно. Смотрите, новость, размещенная в федеральных СМИ, повышает ваш бренд. Узнаваемость вашего бренда — это пиар. Новость, размещенная в региональных СМИ, повышает ваш бренд с точки зрения потребителей, благополучателей и возможных меценатов, возможных добровольцев. То есть здесь как раз-таки вы с ними работаете. Там на имидж, здесь на работу. Еще у меня вопрос по платформе «Добро» вашего журнала. Например, организация размещает, я так понимаю, блог, и в этом блоге публикуется как бы от одного человека, или это просто как организация? У нас есть возможность публиковать как от физического лица, так и от организации. Вы просто выбираете там во вкладке публиковать там от Пети Иванова или от фонда «Мы вместе». Ой, все, отлично. Спасибо большое. Будьте добры. Микрофон.
Только просто имейте в виду, что у нас есть модерация, и материалы не должны нарушать законы средства массовой информации. Если это будет, то мы вынуждены удалять такие материалы. Добрый день. Проект «Антирак», поддержка выживших, город Якутск. Вот касаемо блога на вашем журнале, да, «Добро журнал», если мы будем вести блог, как наша организация. Почему вы говорите «если»? Когда мы будем? Когда? Хорошо. Давайте будем оптимистичными. Можно ли ставить ссылки тоже вот на, допустим, наш сайт? Потому что, допустим, это... Ну, На сайт можно. Можно, да? Или на телеканал? Если вы ставите ссылку на сборы, то мы такие ссылки удаляем. Простите, пожалуйста, у нас просто физически не хватит времени и возможности, чтобы проверить каждый ваш сбор. А нас за это могут заблокировать. Поэтому ссылку на перекрестную вы можете поставить к себе на свой сайт. Это не проблема. Но на сборы мы удалим. Хорошо, спасибо. У вас очень хорошая тема. Вот прям можно медиаплан составить на несколько лет вперед. Да. Если вы заполнили табличку, мы обязательно к вам обратимся, потому что я рекомендую вам просто посмотреть наши СМИ. Мы достаточно много пишем о раке молочной железы, о преодолении, о как раз-таки историях борьбы. Это же такая вот вроде бы невидимая борьба, но очень значимая. И такие истории привлекают трафик и привлекают людей. Им это интересно, им это важно, потому что скажу честно, как это работает. Первое состояние человека. Хорошо, что это случилось не со мной, как бы цинично ни звучало. А вторая, как здорово, что есть такой человек, что есть такая программа, есть такой фонд, что есть в этом мире еще что-то хорошее. Ну, мы же категоричны достаточно, то есть даже не бывает золотой середины. Либо все плохо, либо все хорошо. И также работают интересы читателя. Так как вы публикации модерируете, сколько времени занимает модерация с точки Моментально. зрения моментально, да? Моментально происходит это, и как только алгоритмы видят, что у вас там все в порядке, то вы публикуетесь. А если они видят, что есть что-то такое запрещенное, да, например, да, там спорное, то этот блог приходит сразу ко мне, я его смотрю. И большая просьба, не забывайте, пожалуйста, о том, что это же все-таки на почитать и посмотреть тоже что-то хочется. У нас есть возможность встраивать фотографии, верстку, встраивать видео. Правда, пока ссылка только на YouTube. Пользуйтесь фотографиями. Чем больше фото, тем интереснее, потому что это все-таки статья, да, и зрительный контакт, зрительное потребление информации тоже должен быть. Да, пожалуйста. У нас вот проект направлен на помощь пациентам после инсульта, и если мы будем размещать, допустим, истории, которые победили эту болезнь, которые сейчас не борются, нужна ли нам от них форма какая-то согласия на размещение? Или если Они совершеннолетние? Да, конечно. Тогда нет. Ничего не надо. Ну, они же ваши Имена подопечные. можно использовать или просто... Они ваши подопечные официально, но Они по участники гражданскому наших кодексу проектов. вы можете, да. Они участники наших проектов, да, которые... Ну, благополучатели. Да, Значит, да. спасибо. Все же зависит от того, какие документы вы с ними подписываете. Учитывая, что вы понимаете значимость информационного сопровождения, пропишите в этом договоре и пункт о том, что он дает согласие на использование истории, фотографий, да, аудиовизуальных каких-то вещей, его интервью в средствах массовой информации для распространения, например, прям пишите на ТВ, радиоэфире и онлайн-медиа. Я думаю над заголовком. Пока что у меня первая часть заголовка «Вышли в поле». А сейчас надо про НКО что-то добавить. Про информационное поле. Друзья, есть еще какие-то вопросы у вас? Не хочется утомлять. Хочется, чтобы информация, которую получили, она дальше сработала. Поэтому здесь немножко душновато, и я понимаю, что сидеть уже не очень хочется. Поэтому если нет вопросов, давайте тогда будем говорить друг другу спасибо. Я очень рад, что мы сегодня с вами встретились. Спасибо большое.
Всем чудесного дня, и я надеюсь, что это начало нашего с вами взаимодействия.